ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Шудаяк – левый берег реки Ухта. Здесь, за больничными корпусами, близ воды располагается своеобразный дачный массив. Его отличие от прочих других в одном – большинство построек здесь – это самострой. В 50-60-е годы 20 века персоналу больницы, репрессированным и другим сельчанам давали небольшие земельные участки. После войны с пропитанием, да и деньгами было не так, чтоб хорошо. Вот и давали людям возможность прокормить себя огородиками и дарами леса. Так некогда дикие необжитые места обрели хозяев. Пытались узаконить землю? Да. Пытались, поднимали вопрос, нам сказали, сколько раз говорили. Не волнуйтесь, здесь ничего строиться, ничего никогда не будет, никто вас никогда здесь не тронет. Когда землю давали, ни о какой частной собственности речи не было. Договоров, аренды и других бумаг на какое-либо владение тоже. В те времена оформить все эти вещи было просто нельзя, законодательство было другое, да и не требовали. Бери, разрабатывай, ухаживай. Сейчас здесь располагается примерно 80 наделов. Лишь несколько гаражей, их строили самыми последними относительно недавно, узаконены. Все остальное якобы самозахват. Почему якобы? На большинстве участков одна семья работает по 3-4 поколения подряд. Это история рода. Мы жили вот здесь, вот выше на улице Павлова. Я тут родилась. Мне сейчас 60 лет, я не стесняюсь этого говорить. И я живу здесь всю жизнь свою, сознательно. Вот. И эти огородики, ну так мы их называем, да, еще нашими родителями были. Это моя жизнь, это мои цветочки, которые я развожу только для себя, исключительно для вас. На работу ставлю, дома приношу, ни для какой, ни для продажи, ни для чего. Нас никто не хочет выслушать, нас не слушают. Мы пытаемся идти на сотрудничество как бы с властями. Мы предлагаем, мы готовы узаконить, готовы платить налоги. Это плохо налоги платить? Я думаю, что это хорошо. Мы готовы, но нас не слушают. Официальная причина того, что людей не слышат – водоохранная зона. Дескать, по нормам нельзя строить там, где расположены участки, чтобы обезопасить воду. Действительно, запрещено возводить что-то, способное загрязнить территорию, например, свинарники, скотобойни, свалки отходов и так далее. Однако, как видно на кадрах, здесь этого нет, наоборот, картина обжитая и пасторальная в чем-то. У большинства людей здесь есть не только огороды, но и лодки. Это не просто развлечение, а для многих вопрос семейного выживания за счет грибов, ягод, охоты, рыбалки. Ну, во-первых, у меня есть 2 лодки официально зарегистрированных. Я их вот здесь вот храню, вот здесь вот, под крышей, чтобы снег, дождь, вода, все не попадало на них. Как бы у нас лодки не алюминиевые, там, не дюралевые, они деревянные, и им нужен уход. Это не все просто так, они гниют. Их каждый год надо обрабатывать древесной смолой, которую мы, бывает, и сами выгоняем, бывает, где-то приобретешь. Мы живем этим. Мы с самого детства здесь родились, выросли. В 3-м, 4-м поколении. Вот ребенок, сын у меня, вырос здесь тоже. Мы живем лесом, рекой, дышим этим всем. И как можно отнять у нас это все? Просто у нас в голове это не укладывается ни у кого. Многие из здешних дачников прожили на этой земле всю жизнь, что называется, прикипели. Вот лишь одна из многих похожих друг на друга историй. Где-то там на севере родился, а здесь 61-го года. 64-го года я здесь на берегу, ребят. Мне 82 года. Без этого завтра я буду. Почему? Почему? Да не могу я без этого. Я из дома, из этой коробки убегаю. Жена скандалит на меня. Дачу сделал, вот на дачу приеду, а душа-то здесь. Все. Я на рыбе родился, на ягодах, на лесной пище, абсолютно. Ничего я не знал. В 21 год я попробовал первый раз пряник русский. Вот так вот. Я не вру. Голод перенес вот так вот. Вот и до. В армии только отъелся маленько. Тяжело было участок поднимать? Это все ерунда, лишь бы разрешение было, все сделаем абсолютно. И разрушат, я погибну. Все, это факт. Все, что вы видите, построено людьми самостоятельно, то есть у муниципалитета ничего не просили, как говорится, лишь бы не мешали. У людей подведена своя электролиния, заключен договор на оплату энергии, дорогу сами содержат в приемлемом состоянии, следят, чтобы река не заиливалась, на участках поддерживают порядок. И самое главное, своими руками и за свой счет. У нас тут вообще бардак был. Разрушено все тут, кто только не ходил сюда.
Я разобрался. Ну, тут, в принципе, разбирать-то нечего было. Разруха была, по большому счету. Вот. И построил сам. Если оформить землю, я за землю буду платить. Почему бы и нет? Ну, просто надо как-то это оформить. А как, что? А зачем ломать-то? Ломать-то зачем? Ну, тут что, лучше будет? Все равно строить здесь ничего не будет капитального. Тут разруха будет. Предполагать это есть все основания. Посмотрим, например, реки Чебью в городской черте Ухты. Она ничья в кавычках, то есть общая. И второе название этого водного объекта – речка Вонючка. А вот близ Шудояга на участках иначе, ведь когда ты сам живешь и это твое, заботишься. Это уже 4-е поколение. Мама, я, мои дети, их дети и уже правнуки приезжают ко мне в гости. Я уже прабабушка. Вот, даже правнуки здесь бывают. 5-е поколение уже. Вы когда проходили, видели, чтобы мусорные ямы у нас были? Или куч там, или что-то отбросы какие-то. Везде чисто. Рядом с нами родник находится. Так мы даже и родник украсили. И так, что некоторые, те, кто плывут на лодках, на байдарках, всегда останавливаются. Ну, в общем, мы очень любим свой берег, заботимся о нем. Не только вот сейчас срезали деревья, оголили, можно сказать, окно в Европу, да, к реке им надо вид хороший на речку для отдыха. А мы стараемся сажать. У нас только около 9 деревьев посажено, кустов всяких. Вот дуб, пожалуйста, можете заснять. Клен у нас, вишня растет, голубая ель. И, ну и, естественно, наши такие северные деревья. В общем, мы стараемся отдать берегу всю свою душу. О срубленных деревьях, что говорит женщина, это история с господином Сазоновым. Некогда гражданин срубил деревья выше по холму. Местные возмутились, что ради красивого вида из окна деревья губят, и большой дружбы между людьми и Сазоновым не получилось. Эта ситуация одна из возможных версий причины повышенного внимания к участкам у реки. Мол, старые счеты и борьба за понравившуюся землю. По неподтвержденной информации все началось с жалобы некоего человека в Генеральную прокуратуру. Самозастрой на берегу, дескать, доступа к воде не предоставляет. На кадрах видно, что это не так, кстати. Генеральная спустила поручение проверить все на месте и завертелся государственный маховик. Итог: администрация муниципалитета постановила все убрать в 2 месяца. Не нравится — идите в суд. Ну, это просто в наглость какую-то идут. Просто они толком ничего не объясняют. Просто бумагу пишут, сломать и все, и уйти отсюда. А куда вы нам уйти, если я здесь вырос, я здесь. Мне уже 68 лет, я здесь вырос. Дети мои взрослые, со мной тоже, и внуки, все. Как же так? Я не знаю, как это можно взять и уйти просто с этого места. Пикантная деталь. В постановлении администрации указано, что если понадобится, попросят помощи у МВД. Представляем ситуацию. Мирный поселочек у реки. Вдруг приезжает тяжелая техника и, например, ОМОН. На пустом месте мы получаем социальный взрыв, бурные овации, занавес. Но все же самое важное другое. Больше полувека люди обрабатывали эту землю. Ее выдали их родным еще в советское время, когда не было речи об оформлении земли. Люди за свой счет заботились об этом месте и привели его в порядок. И 50 с лишним лет всех, в том числе муниципалитет, все устраивал. И тут, внезапно, вспомнили об охране реки. Поразительная заботливость.